Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цепандин. Мы продолжаем серию наших летних передач. И к нам сегодня в гости пришла руководитель школы юного предпринимателя Алена Двинянина. Алена, здравствуйте. Здравствуйте, Спасибо, Петр. что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче. Мы нашу передачу называем «Кулинарный концепт», «Кулинарный ток-шоу». Да, и учитывая эти факты, чем вы к нам сегодня пожаловали, что будете готовить? Сегодня я буду готовить пасту в томатно-сливочном соусе с морепродуктами. Так. Ну и все. Звучит очень вкусно, да. Итальянское блюдо, или раз уж паста, да. Почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, во-первых, это что-то немножко вроде бы необычное, но в то же время очень простое в приготовлении. То есть любая хозяйка на кухне, когда она уже не знает, что ей приготовить, там вчера там были макарошки с мясом, сегодня была картошка с чем-то еще, да. Ну вот в этом случае можно придумать что-то вот такое. Что-то такое разнообразие, да. А вы вообще как с готовкой? На вы, на ты? Ну, по настроению, на самом деле. Иногда на меня нахлынывает, или как правильно сказать? Нахлынет. Да, настроение, прям что-то творить, интересное, вкусное, необычное, но по большей части... То есть, стало быть, Нет. по складу характера вы творческий человек? Ну да. Есть порывы, вы любите готовить, да? Можете готовить, много... Хорошо, с чего начинаем? Ну, я так полагаю, надо поставить воду, да? Да, в первую Вода у очередь. нас уже налита, мы включим плитку. В первую очередь нужно будет отварить саму пасту. Выбрала я сегодня фарфалле. Фарфалле? Это паста в виде бантиков. Ага, вот такие Она бантики. требует, даже для альдента, она требует дольшей варки, 11-12 минут. Ну, то есть на пакетике было так написано. Хорошо, но мы... Ну и в целом так оно... Да-да-да. А вы добавляете в воду Соль? масло? Соль, масло? Ага. Нет, масла я не добавляю, я добавляю только соль. Соль, да. Ну, подсоленную воду надо. Да. Хорошо. Первая наша рубрика, набившая всем оскомину. Немножко, пожалуйста, Алена, расскажите о себе. Так, по образованию... Чьих вы будете, откуда вы родом и все прочее? Тогда начнем, наверное, откуда я родом. Я родом с Дампонского района, с маленького поселка под названием Тополиное, возможно, вы слышали или Я не знаю. слышали. Может, бывали даже там, нет? А, бывали? Серьезно? Проезда. Проездом. Да. Вот. Далее, что? Значит, я по образованию юрист. В 2013 году закончила юридическую академию в городе Екатеринбурге. Вернулась на родину в 2014 году, устроилась на работу и по специальности проработала в среднем около 6-7 лет. Примерно. Ну, то есть юристом работали. Да. Почему вот всегда встает вопрос для вчерашнего выпускника, выбор той или иной профессии, вопрос профориентации очень остро стоит, в том числе и нашей передачи. Я всегда люблю задавать этот вопрос, почему человек, когда заканчивает школу, выбирает ту или иную профессию. В вашем случае как это было? Чье-то влияние или вы сами выбрали? На самом деле, чуть-чуть забегу вперед. Поскольку мы с вами говорим сегодня о моем проекте «Школа юного предпринимателя», я как раз-таки яркий представитель того человека, который не совсем осознанно выбирал изначально направление, учебное заведение, куда я буду поступать. Но согласитесь, что тяжело. Юридически поступать это же не просто так, пошел с кондачка. Правильно же? Да, это так. Даже готовиться надо, что-то сдавать. Там. Ну да, то есть, в принципе, для меня было несложно это сделать, поскольку какая-то база училась... обязательно нужна. Да, я училась на отлично, закончила школу с медалью, поэтому... Ну, то есть вы прилежная ученица? Да. Синдром отличника нахлынивает? Порой, да. Бывает, это очень да? сильно мешает, на самом деле, в жизни. Пытаюсь от этого избавиться. Так вот, Так. почему я выбрала сферу юриспруденции? Потому что это было Не все добавляем, да? гуманитарное... Я вот помогаю я вам решила немножко. просто поменьше отварить, как вы считаете. Согласны? Ну, как душа Ну положит. или давайте еще добавим. Ну, как хотите. Пожалуйста. Так, ладно, добавлю. Добавляйте. Я вижу по вашим глазам. Съемочная бригада большая, ребята кушать хотят. Все Хорошо. нормально. Пусть будет побольше, побольше. Так.
Так, что, значит, я была гуманитарием, мне нужно было выбрать что-то из гуманитарной сферы, поэтому более-менее мне на тот момент была интересна сфера юриспруденции. Ну, как я уже говорила, сейчас я таймер поставлю. Да, это правильно. Потому что очень важно, чтобы ровно чтобы кипело, ровно по времени, чтобы у нас получилась правильная паста. Чтобы не додержали, да, все правильно. Продолжаем. Да, что я вот как раз-таки говорю о своем проекте, да, что я в 17 лет, закончив школу, я не совсем понимала, куда я вообще на самом-то деле иду, я даже не знала, кем работает юрист потом. Я примерно имела представление, да, что, наверное, в милиции на тот момент, там еще где-то, вот, но... Ну, юристы работают в юридической фирме, ну, либо в каждом большом предприятии свой юрист есть, который решает я имею в виду на тот момент, гражданского процессуального я не понимала плана, совсем. Да, ходит по судам и все прочее, да. Так, ага. Да, это такое общее представление было, но без конкретики. Это к вопросу о том, как раз-таки, что после окончания школы ребенок не совсем понимает, вот, по большому счету, да, каша. Какая профессия, что она означает, куда ему пойти. И поступает, допустим, в какое-то учебное заведение, там, и по принципу, ну, там, сюда мне баллов хватит, например, да, сюда я не дотяну, там, или еще что-то. Ну, скажем так, оценивая свои силы и... Редко бывает, что свои наклонности. Конечно, да, бывает, там, Бог руку положил и говорит, все, я балерина и все. Либо там, говорит, поменьше, да, хотите сделать, да. Либо, ну, вот я люблю рисовать, художественно поступаю. Либо я люблю петь, пойду в колледж культуры. Либо я физик, пошел на физфак. Редко так бывает, да. А чаще всего бывает реально действительно в каша в голове. Да и вообще 36% оказывается у нас в России, 36% населения работают по профессии, все остальные работают не по профессии. Давайте продолжим, я совсем забыла. Что надо? Заговорилась с вами. Так, давайте начнем готовить ингредиенты уже непосредственно для самого соуса. Да, пока у нас кипит паста, что нам нужно сделать? Вы можете пока что порезать лук. Да. И 4 дольки чеснока. А я буду резать морепродукты. Ну, я пока очищу лук, а потом вы мне подскажете, каким образом его... Просто мелко. Просто мелко. Так, если что, вот мусорка под вами. А вы просто режете... Морепродукты. Ну да, чтобы они чуть-чуть одинакового размера все были. Так, и что мы там говорили? Мы говорили о том, что... О том, что вы были юристом. Да, что проработали какое-то время юристом. И так случилось, что в какой-то момент я осталась без работы. Так. Я не знаю, стоит ли это озвучивать эфирно или не стоит, по каким причинам. В общем, меня сократили на работе, я осталась как бы без работы в какой-то момент. Без денег, без работы, да. И когда мне нужно было искать какую-то новую работу, я поняла, что по профессии я идти не хочу. Я стала искать самые разные варианты, что я могу делать с учетом моего, так сказать, опыта, моих способностей и так далее. Вот. И я пошла в сферу, в которой я уже немножко была, как сказать, с которой была уже знакома. Потому что, когда еще юристом работала, я параллельно помогала своей подруге вести страничку в соцсетях, поэтому у меня было представление о том, что такое СММ. Да? СММ, да. Social Media Marketing. Поэтому я решила отучиться более углубленно по этому направлению. Отучилась, начала набирать первых клиентов. То есть для телезрителей объясним, что это продвижение товаров или услуг с помощью социальных сетей, да, правильно? все правильно. Так. Сколотила команду, с клиентов стало становиться все больше и больше. То есть я, можно сказать, вот так вот аккуратненько перешла в сферу маркетинга и в сферу фриланса, возможно, даже и предпринимательства. То есть впервые познакомилась с этой сферой. Ну и мне понравилась эта свобода. Я поняла, что в найм я точно уже возвращаться не буду никогда. Ну, кому как, кому-то нравится там, да, работать где-то с 9 до 6. Но есть и те, кому это совершенно не подходит. Вот. Я думаю, что и вы тоже из этого же числа. Но я предприниматель, да, я всю дорогу предприниматель. И тоже свобода – одно из таких слов, которые, это не просто для меня слово, а это, да, действительно. Важно. Да, важное слово, когда я волен распоряжаться своим временем, как мне заблагорассудится. Хочу в отпуск, хочу работаю. Да, все правильно. Как-то так.
Вот, поэтому в какой-то момент, когда я снова осталась без источника заработка, Так. мне об этом говорить почему? Это, кстати, классный мотиватор. Ну, как все мы знаем, одну соцсеть заблокировали у нас в стране, вот, Так, ну, поэтому я потеряла работу. Снова. Так, подождите, до этого мне вопрос. Как, Да. насколько мелко резать лук? Как вы можете мелко, вот настолько мелко? Серьезно? Да. Я могу вообще в крупу. Шутка. Нет, ну в крупу не надо, наверное. Мелко, ну достаточно мелко, да? Да. Мы потом будем их жарить, я так полагаю. Да, поджарим. Ага. Ну так вот, на чем мы с вами Так, остановились? вы остались без источника заработка, и снова Снова стал в вопрос о очередной том, раз, чтобы да, что мне чем бы таким делать? заняться. Вот так достаточно мелко? Да. Хорошо. Мгм. Вот. Я решила снова попробовать в найме себя. Поработала где-то полгода и просто сбежала туда уже окончательно, раз и навсегда, поняв, что это Решив, все-таки... что больше так продолжаться не может. Да. Да, так. Я всегда хотела вот какой-то традиционный бизнес. Наверное, многие девушки мечтают там, я хочу свой собственный салон красоты. Из этих же Ну, соображений я в какой-то момент тоже купила салон красоты. Так. Купили прямо? Да, купила готовый бизнес. И где-то на протяжении года и нескольких месяцев занималась этой сферой, Мгм. во время которой я поняла, что работать только ради заработка – это вообще не моя история. Вот. Что я хочу все-таки заниматься тем, от чего у меня горят глаза, Мгм. что меня вдохновляет, мотивирует и так далее. Мгм. Вот. И поэтому я продала салон Мгм. и начала активно, ну, точнее, параллельно с продажей салона, я начала активные поиски себя, начала заниматься самопознанием, использовать разные методики, способы, как познать себя, познать, выбрать свое дело, найти свое дело всей своей жизни. Икигай, как сейчас, да, модно говорить. Мгм. Вы, наверное, уже слышали тоже об этом. Ну так вот, и таким вот образом я решила создать новый проект «Школа юного предпринимателя». Благо у вас опыт есть. Да, что это такое? Школа юного предпринимателя – это курсы для подростков. Как я вообще пришла именно к такому формату, что это для детей, да, что это курсы. Ага, забегая чуть-чуть назад, когда вы это начинали, вы изучали опыт, скажем так, коллег? Вообще есть подобные вообще, наверняка, да, курсы? Где-то в Вот других прям регионах вот такие, Ага. насколько я знаю, да, то есть я нигде не нашла, не Ага. видела. Ну, то есть это вообще было что-то такое, как говорят, ноу-хау, новый стартап, новое... Можно и так сказать, вот. Чекснув тоже Есть- мелко, да? Можете чуть покрупнее, не прям супер мелко. Мгм. Вот, не сказать, что это прям что-то супер новое, потому что есть аналогичные курсы для взрослых, Да, само собой. вот, где, соответственно, тоже обучалась. Ну, благо этих бизнес-тренеров как пруд-пруди. Да, Как улучшить продажи, 35 работающих способов увеличить продажи, да, все и верно. все прочее, да, да. Я сам страдал от этого. Вот. При этом также похоже на, возможно, детские вот эти вот лагеря дневного пребывания летние. Идея родилась как раз-таки в тот момент, когда я занималась поисками себя. Мгм. Мне было важно найти именно то дело, которое будет меня вдохновлять, от которого у меня будут гореть глаза. Мгм. И как раз-таки в процессе самопознания я обнаружила у себя определенные способности. Значит, связала эти способности с моей любовью к детям, потому что я очень люблю детей, и у меня почему-то получается с ними всегда найти контакт. Мгм. Вот, то есть я объединила свои умения, навыки, способности с моей любовью к детям, с моей любовью что-то рассказывать интересное, делиться своим собственным опытом, вот, своими знаниями, которые я постоянно получаю на различных обучениях, тренингах, когда читаю различную литературу. Вот. Опыт у меня уже был, то есть я ездила по районам, встречалась с предпринимателями и вела для них определенные лекции. Мгм. Вот. И я посчитала, что я как раз-таки могу тем же самым опытом, через который я прошла,
да, Сама, точнее, ну, то есть, путь да, на собственном багаже, своим да. путем, да, что я прошла через этот путь, и я могу точно такой же путь предоставить как раз-таки детям, чтобы они уже с подросткового возраста понимали свои интересы, свои какие-то сильные стороны, и чтобы они выбирали профессию уже осознанно. Более осознанней, да. Да, а не так, как вот я, и наверняка там процентов, ну, как Ну, минимум да. 60. Да. Вот. На самом деле очень много людей, которые занимаются тем самым делом, у них горят глаза. Вот даже просто медсестра. Ты приходишь в поликлинику, у тебя берут анализы или ставят какой-то укол, и как они это с любовью делают, просто душа радуется за Да, этим что наблюдать. чувствуется, что человек на своем месте, да. И Да. каждый день приходит на работу с радостью, ну, как, например, вот наши операторы. Да. Видно, Вот, и что хотелось бы, люди чтобы... стоят и радуются, что они вот этим занимаются. Да. И хотелось бы, чтобы таких людей становилось все больше, потому что это же счастье заниматься таким делом, правильно? А, у нас таймер тем временем, да? Да, то есть Так, наши... давайте я вам помогу. Вот это нам нужно снять с огня и откинуть на дуршлаги, да? Да. У меня провод, но тем не менее. Сейчас мы уйдем немножко из кадра, ничего страшного. Раз, и... Все, и чуть-чуть Тут же прям... холодненькая вода? Да, чуть холодненькая вода под проточной, промыли. Закрыли, и вот сюда можно положить. Да. Так, сейчас. Ну ладно. Ничего, там пусть будет вода будет. Да, мы возвращаемся в кадр. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте, да, снова мы. Так. Так. У нас мы уже с пастой. Мы уже с пастой готовы, Да, теперь и будем теперь соус готовить. Да, ставим сковородку. Кто-то разговаривает. Так, ладно. Из раковины кто-то что-то Да, кричит. голос вдруг откуда не Из возьмись. бездны. Так, чуть-чуть побольше добавлю, потому что это... Немножко так. масла. Так, ну газовая, что она я же делаю? быстро Так, ладно. нагревается. Так, бы- сделайте за меня всю работу, пожалуйста. Да, нет. Нет? Все хорошо. На кухне должна все-таки главное быть женщина, да? Да, нет, на кухне должен быть один хозяин. Когда готовят двое... Ну, насколько я знаю, это я к вам в гости пришла, а не вы ко Да, ну мне. ничего страшного. Вы Можно хотите чуть-чуть поменьше? Поменьше огонь, да? Вот так нормально? Так, Итак, лучок. лучочек сначала немножко прожариваем. Через какое-то время мы добавим туда чесночок. Немножко орегано. Орегано. Для создания того самого итальянского вкуса. Ага. Вы, кстати, да, где взяли рецепт? Так, вообще все рецепты, которые появляются в моей жизни, они сначала берутся из интернета, потом постепенно, со временем, где-то что-то меняется уже Вы чуть-чуть. сами на свой... Да, переделываю чуть-чуть на свой лад. Ну, например, не нравится мне вкус этой травы, да, условно, да? Да. Да. Там где-то Понятно. чего-то побольше, где-то чего-то поменьше. Понятно. Вот. Так? Типа, я люблю лук поджаристей. Да, что-то из этой серии, правильно. Да, конечно. Вот. А где мне еще брать? Вы где берете рецепт? Я по-разному тоже. Иногда друзья заимствуют, где-то я подсмотрю. Да, чаще интернет, конечно, да. Была сейчас этих сайтов с готовкой, все прочее. И потом больше как-то так, получается, мешанина, что-то к своему, к чему-то приходит. Ну, есть рецепты, вот я вспомнила, что есть рецепты, которые я беру у родителей. То есть, например, у них есть какие-то коронные блюда, которые они классно умеют готовить. И вот они мне подсказывают. Все наши вкусы, все наши вкусовые представки все равно же из детства. Кто лучше всего готовит? Мама. Да? Мамины пирожки. Ну, как к этим хочется возвращаться. Мамин суп. Да, согласна. Так и есть, да. Вот. Итак, вернемся к вашей деятельности. Родилась идея. Как вы ее начали воплощать? Так, ну, конечно же, тестирование. То есть узнать спрос, насколько это людям интересно. Скажем так, маркетинговое исследование. Да, все правильно. Так. Анализ конкурентов. Ну, поскольку у меня прям прямых конкурентов не было, я все-таки брала за основу летние дневные лагеря. Вот. Тестирование ниши, которое показало, что, видимо, спрос есть. Да, что спрос есть. Вот. Детям нечего делать, по большому счету. Ну, у вас имеет сезонный характер, да? Вот, да, что я планировала сначала сезонный, но сейчас я прихожу к такому решению, что все-таки я сделаю это как некий кружок.
с осени, чтобы это было как, ну, постоянное на постоянной такое, да, основе. в течение Ну, то есть это было учебного сначала года. как сезонное, ну, то есть летнее время многие подростки шляются по городу, не знают, куда бы, чтобы пойти, чтобы поделать, а тут раз отдали в некий лагерь, Где он, ну, значит, где он, да, получает новые навыки, новые знания, которые ему по-любому пригодятся. да. Вот, так что перехожу я в формат кружков в учебный период. Да, чуть-чуть поджарили, да, как бы, да. Да. Не до золотистой. Я не стала сильно, да, Ага, поджаривать, потому что иногда можно переборщить, и они совсем могут как бы Сгореть, Да, подгореть. Ага. не хотелось бы такого, конечно. Так. Тестирование, запуск. То есть есть определенные шаги, которые применяются при запуске любого бизнеса. И как раз-таки этими знаниями я тоже делюсь на своем курсе. Как тестировать нишу, анализировать конкурентов, как ее запускать и так далее. То есть эти знания мне тоже охватываются моим курсом. Помимо этого также есть... Так, я добавляю чуть-чуть совсем орегано, где-то на кончике, чуть меньше половины чайной ложки. Так. Это трава, дорогие телезрители. А еще знаете, что я забыла? Нет. Можете ли вы так подразмять немножко томаты вилочкой? Вилочкой? Чтобы они, да, мягонькие такие Ну, я стали. думаю, что они сейчас отсюда выплеснутся. Да? Ну, давайте переложим. Да, давайте вот сюда. Есть. Вот сюда. И помять надо, да? Вместе с соком? Да, вместе с соком. Вот так. И у нас получится такая эссенция. Так. Все, я правильно делаю? Все правильно. Вы молодец. Так, теперь мы морепродукты добавляем в нашу обжарку. Да, обжарка уже вообще классно получилась. Морепродукты я предварительно ошпарила в кипятке, чтобы они не выделяли жидкость во время тушения, жарки. Да, потому что это опасно, да, действительно, когда на большом огне можно там ожог получить. Так, а вы просто морепродукты, я смотрю, у вас ассортишь, да? Да, это смесь морепродуктов. Здесь есть и кальмарчики, и мидии, осьминожки. И еще что-то. И креветочки. А вы как вообще относитесь сами к морепродуктам? Ой, я вообще к всему отношусь положительно. Это же Вы вкусно. любите все кушать? Это же вкусно. А есть ну прям и полезно. Нелюбимые какие-то блюда? Нету. Все Нету такого, что вот я вот это категорически не буду, такого нету. А у вас? У меня есть. Да? Я вообще не понимаю людей, которые едят сырую печень. Да ладно, я ем. Да, я вот Вы пару меня раз понимаете. пыталась как-то несколько раз, но что-то прям совсем... Не заходит, да? Да даже приготовленная печень тоже. Вот есть же печеночные торты. Это Вот же многие с таким большим удовольствием Это же едят. круто. Вот, а я не могу, мне невкусно. Так, вы сделали тестирование и запустили программу. Ну, то есть вы подготовили некую программу, Да. да? Ну что у вас будет на этом, вы как называете это, в этой вашей школе это некий курс, да? Да, курс. Какие там есть, что там есть, чему вы учите? И как вы набирали первую группу, скажем так? Так, набор сейчас еще идет. Да. Пока что вот в летнем формате, как ранее озвучивалось. Вот. И в программу как раз-таки вот то, что я тоже озвучивала, будет про анализ ниш, а вообще изначально выбор ниши, в какую хочет пойти ребенок, которая ему интересна. Так, тестирование, запуск, то есть все вот эти вот шаги, которые ему необходимы для запуска. Ну, то есть там ребенок, подросток, учится тому вообще, с чего начать. Правильно? Так, да, с чего начать? И первоначальное, что я забыла упомянуть, это то, что все-таки он будет заниматься самопознанием. Есть определенные таблички, которые ребенок заполняет, оставшись наедине с собой, погрузившись в самого себя, и по результатам которых он и готовит некий банк идей для дальнейшей деятельности. Так. Вот. То есть, что он
ой, любит делать, что он умеет делать, да, на чем то есть можно он заработать готов ли деньги. к тому, чтобы быть предпринимателем вообще, или как? Нет, это в целом Это определиться что-то типа с психологического тестирования или нет? Нет, не совсем так. Это про выбор ниши. Допустим, вот почему вот школа юного предпринимателя называется, потому что я даю там знания по предпринимательству, но в первую очередь это все-таки про профориентацию. То есть ребенок выбирает определенную сферу, которая вот по результатам всех вот этих вот, значит, табличек, он пришел к каким-то нескольким идеям, которые он потом протестировал, проанализировал конкурентов и так далее, да. Но это он тем самым, получается, дал себе конкретику, например, по выбору будущего образования, будущего учебного заведения, куда он будет потом поступать. То есть это не значит, что он у меня, значит, у меня отучился, школу закончил и пошел тут же дело открывать. Часто так бывает. Вот. На самом деле нет. То есть это все-таки какое-то направление ему более конкретное дает. То есть если ему нравится что-то связано с туризмом, он же не может без, получается, какого-то опыта в этой нише создавать бизнес с нуля. То есть в любом случае ему предварительно нужно будет получить образование. То есть он пойдет туда, где есть соответствующие факультеты, соответствующие направления по туризму. И там уже, узнав более глубоко вот все то, что связано с этой сферой, например, пройдя, значит, практику в каких-то соответствующих учреждениях, у него уже будет та база, которая ему потом, он уже может с ней все, что захочет сделать. Он может там в найме пойти работать, он может стать фрилансером, он может действительно открыть дело потом. Вот. Ну, согласитесь с тем, что количество предпринимателей, ну, вообще вот по статистике, да, не такое уж и большое. Около 10% людей, а то и 5%, становятся предпринимателями. Ну, потому что нужны и врачи, и учителя, и водители, и шахтеры, и все прочее, да. Ну, то есть понятно, что не всем. Не все созданы для того, чтобы быть предпринимателями. Я тоже не об этом. Да, то есть я понимаю, что кому-то это не подходит, например. Вот. Но зато он будет понимать, что вот все-таки вот эта сфера ему больше подходит. И что он по итогу выберет все-таки то образование, которое ему действительно будет как говорится, нужно. как я узнаю, если я не попробовал. Да. Так же? Да. А на какой возраст вы ориентируетесь? Так, ну я думаю, что уже более-менее осознанный. Например, вот я все-таки беру в качестве примера для себя моего ребенка. То есть он уже лет в 13, он был такой осознанный. То есть мы могли с ним какие-то глубокие темы поговорить, какие-то важные вещи обсудить. О будущем, кем он видит себя условно через 5, через 10 лет, да? Да. Вот. И когда я проходила различные обучения, вот он со мной тоже, можно сказать, их проходил. Вот. У него тоже есть уже какие-то примерно понимания, что и как. Так, давайте вот это в сторону вот так отодвинем, чтобы на камеру было видно, чем вы занимаетесь. А что вы режете? Я крошу петрушечку. Ну, мы потом уже в самом конце ее добавим в пасту. Зелень для аромата, да? Да. Вот, да, что лет с 13 ребенок уже становится более осознанным. И те подростки, которых я сейчас встречаю, которых я вижу, они какие-то все, мне кажется, осознанные стали. То есть очень многие там даже работают. У меня сейчас ребенок работает, например. Да. Где вы берете? Расскажите, поделитесь секретом, пожалуйста. Где я беру что? Где вы берете, где он может работать? Да, потому что я своих сыновей говорил, идите работать. Летом что вы делаете-то? Работали, но мало. Ну, мало, как бы я хотел, может быть. Но для них может быть много. Так, он просто пошел на ярмарку профессий для подростков. А есть такая даже, да? Да, у нас проходит... Можно рекламировать это социальное направление. Что это такое? Да, это вот Госкомитет занятости, да, называется. Биржа вот труда. Они, занимаются. Да. Организовывают такие ярмарки, у меня ребенок туда пошел. Да, потому что, несовершеннолетний на полдня, на полставки где-нибудь может пойти работать, где не требует специальной квалификации, правильно? Да. Если по возрастам... Цветы поливать, там что-то, полы помыть. Так, наверное. Мой ребенок конкретно продажами занимается. В смысле, что он продает? Он продает игрушки детские на площади. Детям можно так делать, да? Оказывается. Оказывается, можно, да. Очуметь, да, я не знал. А можно вас попросить попробовать на соль? Да? То есть вы прям возьмите, пожалуйста, кусочек морепродукта какого-нибудь. Нет, я сначала вот так соус попробую. Да, соус, морепродуктик. Так, еще вот забыла же немножко добавить сливок. Сливок, да. У нас томатно-сливочная паста же должна быть. Соус, точнее, бишь.
Так, что там у нас по соли? Да, тема. А вы мяско попробовали? Мяска еще нет, но сейчас попробую. Угу. Не, ну если соус хороший, то и мясо. А мясо уже готово. А, ну это же сублимированный продукт, он уже практически готовый, да? Угу. По соли как? Еще стоит добавить или нет? Я бы не стал. Ресторанская подача. Кто хочет, Так. добавит. Так, ну все, тогда чуть-чуть я сливок добавляю просто на глаз. Угу. Тоже помешать. Угу. Перемешиваем. И в принципе все. То есть о чем я и говорила, просто быстро. И в самом конце мы добавляем с вами петрушечку. Я же ничего не забыла. Нет, вроде. Я не знаю. Что у вас еще есть? Так. А как вы находите, как вы набираете группы, каким образом вы продвигаете свою школу? Через интернет. Социальные сети. Социальные сети, 2GIS тоже, Да. кстати, Министерство хорошо образования работает. вам не помощь еще? Нет, потому что Вы я можете не... же подать заявку, сказать, вот я такой человек, молодец, занимаюсь вот этим, дайте мне субсидию. Но я в этом направлении, если честно, не думала. Да? Ну а Мгм. как, Министерство образования, они тоже заинтересованы в том, чтобы побольше появлялось таких людей, как вы, чтобы заявляли о себе, и летнее трудоустройство очень важная тема, социальная тема. Это все? Мы можем Да, выключить. я сразу сняла, чтобы это вас не перебивать. Да-да-да. Мгм. Ага. Так, ну, я вам советую, да, потому что это может быть для вас, скажем так, неким подспорьем. Мгм. Надо подумать об этом. Спасибо за подсказку. Так, Так, что ну мы- и все, в принципе. Нам уже осталось мы готовимся к подаче, да? все осталось перемешать, получается, наши макарошки. Ага, вот это мы А вы уберем. можете немножко подержать дуршлаг? Вот это подержать? Да. Так, поддержать могу. Давайте перемешаем. Это вот туда. Да, И это все вместе мешается. да, я это все А, вот так, да? перемешиваю. Мгм. Хорошо. О, у нас чуть-чуть. Ай, ха-ха. Приобрело форму дуршлага. Ага. Так, И бацаем это все сюда. да. Класс. Так, и вам предоставляется большая ответственная задача все это красивенько перемешать. Ага. Ну, я перемешаю, а вы будете уже это, Выкладывать? да, заниматься подачей. Ва! Ну, вот это бантики, да, они сами по себе же уже такие Такие. красивенькие. Да, я поэтому Да, люблю именно да, их. Да, да, да. Их как-то приятно Да. есть. Ответственная задача закончена. Берем тарелки. Так, Они чуть это у нас только с пылу с жару. Столовая ложка. Или у вас есть? так, у меня по идее есть, Да? но она вся А давайте новый. в соли и так далее. А сколько у нас времени осталось? Времени вагон и маленькая тележка. Понятно. Да, мы можем спокойно наложить себе, или как правильно сказать, накласть, наложить, Наложить. наложить. Показать нашу подачу. Так, ну я подаю без изысков. Ой, достаточно изысканно. Вот. Просто накладываю в тарелочку. Мгм. Да, поставь, пожалуйста, вот туда. Мы крупно покажем, снимем как. И вот, это вам, а мне 2 раза меньше. То есть вы боитесь пробовать, да? Нет, я боюсь потолстеть. Мне кажется, вам это Я не же грозит. снимаю много передач и как бы это много очень ем. Мгм. Понятно. Я прикалываюсь, конечно, накладывать ровно как себе. М. Я уже подумала, что вы не доверяете Не, все Мои хорошо. моим кулинарным каким-то. Все хорошо. Давайте, способностям. давайте вот так поставим. Ален, ну, держи пробуем? вилку. Да, конечно, да. Самая любимая часть этой передачи это вот, собственно, пробование, дегустация. Приятного аппетита нам. Приятного Давай аппетита. попробуем.
чуть-чуть. Алена, вы упомянули о том, что вы помогаете детям понять, кто они, как найти действительно дело всей жизни, как вы выразились, чтобы горели глаза, чтобы душа лежала и чтобы ради человек шел на работу или свое занятие по жизни выбрал. Как вы это делаете? Что вы можете посоветовать? Так, ну для начала, я думаю, что каждому человеку нужно попробовать ответить на один вопрос самому себе. Если бы у вас было очень много денег, то есть перед вами бы не стояла задача зарабатывать, то чем бы вы занимались? Ну, то есть я не думаю о том, чтобы на что вечером купить еду, у меня достаточно денег. И что бы я делал, да? Действительно, да, интересный вопрос. Что бы я делал? И вот именно тогда приходят те самые ответы из глубины. Допустим, вот моя подружка, когда я задала ей вопрос на бухгалтер, у нее там просто фантазия разыгралась, она там, короче, говорит, что я хотела бы и стилистом быть там, да, и там путешествовать, снимать какие-то там видео там на YouTube и так далее. Ну, то есть как раз-таки, правда? Да, очень вкусно. Мне приятно, что вам понравилось. Вот. Я думаю, что если наши телезрители попробуют себе ответить на этот вопрос, подзадуматься над этим, вообразить, да? Да, то какие-то новые ответы откроются. Круто. Упомянули о деньгах. У меня еще такой вопрос. Вы, вот в частности вы, вот своим сыном говорите, да, вы наверняка, все знают, что такое деньги, да, но не все умеют пользоваться. Даже взрослые иногда говорят, ой, я такая, говорит, вот зарплата непонятно куда ушла. Ну вот как правильно обращаться с деньгами? Вы в своей школе этот вопрос задаете, этим вопросом задаетесь вообще? Да, в том числе в программе есть тема по финансовой грамотности. Да. Вот, то есть я считаю, что это очень важно каждому ребенку, и почему-то до сих пор, хотя на дворе уже 21 век, в школьную программу не включаются такие важные темы. Вот, поэтому я решила в свою школу их добавить. То, что касается финансовой грамотности, тайм-менеджмента, там, целеполагания и так далее. Вот. Да, а как все-таки надо тратить деньги? Все истратить, либо откладывать, ну, как у нас говорят, на черный день там, и все прочее? Так, ну в любом случае нужно... Какими принципами вы руководствуетесь с деньгами? Я как человек, который прочитал несколько книг по финансовой грамотности и даже заставила своего ребенка прочитать эту книгу, чтобы он уже сейчас, да, правильно умел распоряжаться деньгами. Ну, конечно же, нужно откладывать. И если как бы, ну, часто речь идет о 10% от всего дохода, который мы получаем, да. Инвестировать на будущее. Да, на самом деле, ну, нужно прям, максимально побольше и просто направлять, значит, в разные, как это? Ну, как есть же такое выражение, все яйца в одну... Не складывать яйца, все яйца в одну корзину, да, ага. что их нужно распределять просто по разным направлениям. Хорошо. Нам подсказывают, что наше эфирное время заканчивается. Алена, спасибо большое за очень вкусное блюдо, за интересную беседу. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, вот на эту камеру. Она будет готова. Пожелания для наших телезрителей. Так, ну я желаю, конечно же, всем здоровья. И тем, кто еще не нашел себя, обязательно найти себя в самое ближайшее время, получать удовольствие от жизни и быть счастливыми. Да. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была руководитель школы юного предпринимателя Алена Дейнянина. Алена, спасибо еще раз большое вам. Вам спасибо, что пригласили. Да, спасибо, что действительно приняли наше приглашение. А на этом мы заканчиваем. Петр Цупандин, программа «Просто вкусно». Друзья, будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Мы говорим, просто вкусно. Да, будьте здоровы, друзья.